Здравствуйте! В эфире новости на телеканале Тува-24. Мои коллеги и я, Арлана Байду, подготовили для вас следующие сюжеты. И коротко о главном. Летний спортивный сезон объявляется открытым. Завтра, 28 апреля, в честь первой годовщины со дня открытия монастыря Туптен-Шедрублинг, в 13 часов там состоится молебен. Тувинский национальный театр представит башкирскому зрителю спектакль «Дом Бернарде Альбы» в рамках международного фестиваля «Туганлык», где в Кызыле в ближайшее время не будут торговать алкогольной продукцией. Гуманитарный груз из Тувы отправится в зону специальной военной операции в майские праздники. В период с 26 по 27 апреля в столице Тувы проводятся оперативно-профилактические мероприятия «Правопорядок». Лето уже не за горами, и это значит, что пора открывать летний спортивный сезон. В честь этого в столице Тувы состоялись спортивные мероприятия. Какие? Смотрите в нашем сюжете. Буквально пара секунд отделяет каждого, кто находится на старте, от преодоления себя на дистанции 5 километров. Все участники хотят проверить свою выносливость, а также прибежать первыми до финиша. Среди атлетов есть как студенты, так и те, кто пробежал за свою жизнь не один десяток километров. Это жизненный тонус, чтобы себя чувствовать здоровым человеком. И вообще нынче тоже объявили, что годом здоровья, да. И чтобы быть примером для своих детей, стараюсь заниматься физкультурой и спортом. Помимо дистанции в 5 километров, некоторых ожидает 10 километров борьбы. Участников заявлено больше 300. Сегодня мы проводим соревнования по легкой атлетике, посвященные открытию летнего сезона, получается. И у нас заявлены 3 разные категории. Это, получается, школьники, студенты и взрослые. Победители получат грамоты, медали, и также будут ценные призы для участников, которые заняли 1, 2 и 3 места. Нешуточная борьба развернулась на следующей площадке для школьников с 5 по 11 классы. Учащиеся почти со всех учебных организаций республики решили также выяснить, кто из них самый быстрый атлет. Это нормально, не трудно. Я учусь в 11 классе Козылского БКУ. Представляю президентское кадетское училище. Я из 9 класса, 7 школа. Настроение у меня сегодня хорошее. Я уже пробежала 200 метров, пришла 2-й. Вообще мне достаточно понравилось. Я пробежал 60 метров, все нормально. Вроде ничего не сломал. Я из 7 школы в 10 классе пробежала очень хорошо. Первая прибежала. Соревнования проходят на таком достаточно на высшем уровне, соперники очень сильные. Главной задачей данного мероприятия, несомненно, является поддержание здорового образа жизни среди всех слоев населения Тувы. Это не последнее спортивное летнее событие этого года. Отметим, что в Туве первая летняя спартакиада в прошлом году прошла по инициативе главы Тувы Владислава Хавалыга. 28 апреля, ровно год назад, свои двери для верующих и гостей Тувы распахнул самый большой храм в России Туптен-Шедрублинг. Монастырь стал духовным центром и местом притяжения для граждан. Благодаря культурному фонду имени Кужугета Шойгу удалось создать уникальное и красочное строение, внутри которого расположены статуи Будды и другие духовные символы. Открытие храма является важным шагом в развитии религиозных ценностей для жителей республики. В честь годовщины завтра в монастыре в 13 часов состоится торжественный молебен. В республике продолжается международная просветительско-патриотическая акция, посвященная событиям Великой Отечественной войны «Диктант Победы». Не забывать о подвиге своих предков решили не только школьники. Кто проверил свои знания о важных событиях, смотрите далее в сюжете. Диктант Победы проходит у нас в регионе уже 6-й год подряд. Его целями являются сохранение памяти об исторических событиях в годы Великой Отечественной войны, а также патриотическое воспитание подрастающего поколения. На базе Национального музея была развернута площадка, где любой желающий мог за 45 минут вспомнить о важнейших датах для нашей страны. Участников очень много, скажем так, участники очень разные и по возрасту, и по должностям, и по месту работы.
Вот, и с гордостью хочу отметить, что очень много участников специальной военной операции принимает участие в данном диктанте Победы. Кто, если не они, будут задавать нам нынче тон. Диктант Победы проводится в форме тестирования. Он состоит из 25 заданий, 15 из которых с выбором варианта ответа и 10 заданий с кратким ответом. Использовать гаджеты или учебные пособия запрещено. Важно честно ответить на все вопросы, используя собственные знания, так как это не экзамен и не олимпиада, а возможность укрепить свои познания по данной теме. Вот этот патриотизм, он, безусловно, сегодня для нас принципиально важен. Важен для сегодняшнего поколения, грядущего поколения. Поэтому я думаю, что этот диктант, он послужит хорошим началом. Ведь не важно, каких результатов мы достигли. Самое главное, участие каждого участника в этом мероприятии уже говорит о том, что человек вольно-невольно проник в тему Великой Отечественной войны. И это очень важно. С каждым годом акция в Туве набирает обороты. С ростом количества желающих присоединиться к диктанту растет и количество площадок. Партия «Единая Россия» совместно с Министерством образования мы организовали по Республике 140 площадок. 5 из них они уникальны, то есть те, которые новые наши площадки. В прошлом году, допустим, у нас было 135 площадок, нынче у нас 140 площадок. Действительно, с каждым годом у нас вопросы все сложнее, но в той мере и познавательнее. Диктант Победы проводится на территории не только всех регионов страны. В этом году к международной акции присоединились государства Европы, Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока. К сведению жителей Кызыла, Минздрав информирует о том, что в связи с капитальным ремонтом помещения в здании консультативно-диагностической поликлиники на Гагарина с 27 апреля травмпункт будет круглосуточно работать временно в помещении главного корпуса Республиканской больницы номер 1 по адресу улица Аюна Курседи, 163. Вход номер 9 – это бывший экстренный приемный покой. Связаться можно по телефону 60888. При запросе в известном поисковике Kijiji.kz приходит ответ о том, что это каменные изваяния в виде древних скульптур воинов с ритуальными сосудами в руках, которым поклонялись тюркоязычные народы. Всего их насчитывается примерно 200 объектов. Один из самых интересных экземпляров по сей день стоит недалеко от села Бишктыхая в Барунхемчикском районе. Сотни человек собрались на открытие обновленной площадки. С места событий смотрите материал нашего корреспондента. При запросе в известном поисковике Kijiji.kz приходит ответ о том, что это каменные изваяния в виде древних скульптур воинов с ритуальными сосудами в руках, которым поклонялись тюркоязычные народы. Всего их насчитывается примерно 200 объектов. Один из самых интересных экземпляров по сей день стоит недалеко от села Бишктыхая Барунхемчикского района. Сегодня мы собрались по поводу открытия туробъекта Kijiji.kz. Было благоустроено на свои деньги, собственные средства администрации Барунхемчикского Кожуна. Участвовали все коллективы Кожуна, все сумонные администрации, все неравнодушные люди участвовали, собирали камни прям и установили вот этот забор. Кроме того, была благоустроена территория. Посещаемость туристического объекта известна всем жителям Тувы и не только. К каменному изваянию приезжают и гости из других регионов нашей страны. Древнюю скульптуру относят к числу сакральных. Приезжают сюда всей семьей, делятся на ушко своими самыми сокровенными желаниями и просят о здоровье, мудрости, силе, свято веря, что Kijiji.kz услышит их желания и поможет их исполнить. Мы очень гордимся тем, что Kijiji.kz приезжает со всех уголков нашей республики, популяризируя наш район. Очень рады новой облагороженной площадке вокруг скульптуры. Фигура могучего воина с широкоскульным лицом из красноватого гранита удивляет своими размерами и тщательностью изготовления. Ему более 1200 лет. Впервые Kijiji.kz обнаружил археолог Александр Адрианов в 1881 году. Сегодня это уже исторический памятник, который собирает вокруг себя верующих. Сегодня очень хороший день, потому что открылась обновленная площадка на нашем священном месте Kijiji.kz. Полностью благоустроена сакральный критический объект Kijiji.kz. Поэтому объявляем туристический сезон в легендарном Барунхемчикском Кожуне открытым.
За период благоустройства священного места Кижи-Кожея были привлечены порядка 800 человек. Работы длились не более 2 недель. Облагораживание площади вокруг каменного изваяния еще не окончено. Администрация Барункемчского района намерена до конца реализовать утвержденный проект обновления объекта. Айсум Мангуш, Ангар Кужугет, телеканал Тува-24. Сегодня по всей России отмечают День российского парламентаризма. Он был учрежден 27 июня 2012 года, когда были внесены изменения в Федеральный закон о днях воинской славы и памятных датах России. Памятная дата призвана способствовать популяризации деятельности Федерального собрания Российской Федерации, а также законодательных органов субъектов Российской Федерации. Этот день позволяет привлечь внимание к деятельности законодательных органов власти, их ответственности за процесс становления современного гражданского общества, укрепления российской государственности. Впервые официальные мероприятия в День российского парламентаризма прошли в 2013 году. В этот день организуются лекции и выставки, посвященные истории российских выборных учреждений. В школах проходят уроки парламентаризма. В Национальном театре Тувы состоялась премьера спектакля «Дом Бернарды Альбы» по пьесе всемирного известного испанского драматурга Хосе Гарсиа Лорки. Сюзанна Оржак представила свое видение пьесы для зрителей. Ее театральная постановка поедет в Уфу на Всемирный фестиваль «Туганлык». В год 450-летия основания города Уфы с 16 по 23 мая 2024 года в столице Башкортостана пройдет 8-й международный фестиваль национальных театров «Туганлык». И 17 мая на сцене Национального молодежного театра Республики Башкортостан имени Мустая Карима тувинские актеры покажут башкирскому зрителю спектакль «Дом Бернарды Альбы». В этом произведении говорится о том, что в закрытом доме страдают молодые девушки. Общепринятые традиции того времени похоронили мечту незамужних испанок обрести любовь и завести семью с любимым человеком. К сожалению, то, что законы Испании в то время после смерти отца не позволяют вести светский образ жизни. Девушки оказываются в замкнутом пространстве на 8 лет. И происходят чудовищные приключения в доме Бернарды Альбы. Бернарда Альбы – это главная героиня, мать дочерей, которая строго и цепко следит за жизнью каждой дочери и не разрешает влюбляться, иметь мечты и быть свободными. Это пьеса про женскую любовь. Произведение открывает нам окошко в мир другой эпохи, другой культуры и традиций. В спектакле задействованы 10 актрис. Одну из главных ролей сыграла заслуженная артистка Тувы Надежда Оржак. Суть, наверное, скорее всего, как мне кажется, о том, что иногда матери и родители ломают судьбы детей своих, и чтобы, наверное, автор хотел сказать, что вот в какой-то глубинке в Испании происходит так, а у вас, наверное, не так, но мораль, суть одна, чтобы был у ребенка выбор и поддержка родительская. Испанская драма представлена в неожиданном обрамлении с тувинскими песнями и мелодиями, напоминающими о свободе духе, ветра, воле и о нежном волнении женской души в надежде на обретение собственной семьи. Я пришла на спектакль второй раз. Опять захотелось посмотреть этот спектакль. Мне очень понравилось. Очень долго не была в театре, давно слышала про эту постановку. Перед закрытием театрального сезона все-таки наконец нашла время, чтобы прийти и посмотреть. В 2024 году фестиваль впервые пройдет под названием «Национальных театров». Ранее он был фестивалем тюркоязычных театров, теперь этот формат расширяется. В программе «Туганлык» 14 спектаклей, в числе которых и работа режиссера Сюзанны Оржак. В качестве почетных гостей в рамках мероприятия были приглашены Владимир Машков, Валерий Фокин и Ривкат Исраилов. Айсум Мангуш, Владимир Сюртук, Доржусат, телеканал Тува-24. На международной выставке в форуме «Россия» педагогические работники Центра дополнительного образования «Авырал» из села Тели Байтагинского района Тувы провели увлекательный мастер-класс для посетителей. Они рассказали гостям стенда республики о своей работе по патриотическому и этнокультурному воспитанию детей. В основе этой деятельности лежат традиции народной педагогики тувинского народа, неотъемлемой части и источника культуры. В рамках интегрированного мастер-класса педагоги Саилы Куртуна и Ольга Мангуш
выступили с темой «Юрта. Миниатюрная вселенная» и провели практическое занятие по раскрашиванию магнита в виде борцов национальной игры хуреш и по созданию оберегов из волчьей шерсти и кожи. Мастер-класс вызвал большой интерес у посетителей выставки и стал ярким культурным событием дня. Сотрудники полиции совместно со службой лицензирования провели очередные рейдовые мероприятия по выявлению незаконной реализации алкогольной продукции и нарушений требований законодательства о продаже алкоголя после 15 часов. Кто из индивидуальных предпринимателей на этот раз гонять за легкими деньгами попался правоохранителям? Детали расследования смотрите в материале нашего корреспондента. Одной из мер комплексной профилактической работы по борьбе с преступностью в Туве, доказавшей свою эффективность, является профилактическое мероприятие «Суррогат», направленное на пресечение незаконного оборота алкогольной продукции. Оно проводится систематически. Об этом на аппаратном совещании отметил глава Тувы Владислав Хавалы. Результатом рейдовых мероприятий становится выявление нарушений законодательства, привлечение к ответственности недобросовестных бутлегеров, а также изъятие нелегальной спиртосодержащей продукции. Очередная кампания в рамках «Суррогата» стартовала с 22 апреля. За нарушение нелегальный оборот индивидуальным предпринимателям грозит административный штраф от 10 тысяч рублей с уничтожением ранее изъятой из нелегального оборота алкогольной продукции. Что касается юридических лиц, штрафные санкции от 100 тысяч рублей идут. Безлицензионная деятельность у нас грозит от 500 тысяч до 1 миллиона рублей и далее. Поэтому большинство нарушений бывает по незнанию. Помимо рейдовых мероприятий, службой на постоянной основе проводится их консультация субъектов предпринимательства. В ходе рейдов в 2 магазинах в районе Вавилинского затона выявлен факт нарушения антиалкогольного законодательства. Первый случай в магазине «Алдуншуру». В данном магазине был выявлен факт нелегального оборота алкогольной продукции. Я, во-первых, не знала. Скажу, что вот только начали продавать, и я не знала проверять накладную. Тут написано «железная банка». Стеклянная банка, а тут, оказывается, железная банка. Получается, вы не проверили, когда покупали? Да. Просто не сверила, получается. Будем учиться. Индивидуальный предприниматель подключен к единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, но некоторая часть алкогольной продукции находилась в нелегальном обороте. С данным индивидуальным предпринимателем проведена консультация по поводу фиксации приобретаемой алкогольной продукции для дальнейшей продажи, также где и у кого приобретать. Потому что индивидуальный предприниматель, который приобретает у индивидуального предпринимателя для дальнейшей продажи, это все равно алкогольная продукция будет считаться в нелегальном обороте. Второй магазин «Феникс» продавал пивную продукцию в запрещенное время суток, то есть после 15 часов. Напомним, что реализация алкогольной продукции в нашей республике возможна после 15 по будням только в барах и ресторанах. Так покупателю удалось легко купить пиво в этом магазине после окончания установленного времени. За нарушение антиалкогольного законодательства магазин «Феникс» привлекается к ответственности не первый раз. Данное правонарушение продавец прокомментировала следующим образом. На нарушителей обоих магазинов составили протокол об административном правонарушении и обязали явиться в суд, где примут решение о наложении штрафа на продавца и владельца магазина. К несчастью, таких недобросовестных продавцов и владельцев магазинов по республике хватает. Именно поэтому такие рейды проводятся на постоянной основе. Помимо этого, стоит отметить, что в социальных сетях большинство граждан интересует вопрос, каким образом утилизируют изъятую алкогольную продукцию. На этот вопрос сотрудники службы по лицензированию Тувы ответили следующим образом. Данная алкогольная продукция, которая находится в нелегальном обороте, она направляется в Росалкоголь-табак-контроль в город Новосибирск, именно из нашего региона, потому что по всей России уничтожением изъятой алкогольной продукции занимается акционерное общество «Роспиртпром». Между АО «Роспиртпром»
и Росалкоголь табак контролем заключен государственный контракт, потому что по химическому составу это опасный продукт. Поэтому расхожее мнение граждан, что утилизируют здесь, в нашем регионе или самими сотрудниками, это заблуждение. Если кто интересуется, можете посмотреть на нашей странице ВК, ВКонтакте, служба по лицензированию набрать. И там у нас на постоянной основе информация об уничтожении ранее изъятой алкогольной продукции выкладывается. В Туве благодаря комплексу мер, предпринимаемых правительством региона совместно с представителями правопорядка и всех субъектов профилактики, удается удерживать тенденцию снижения общей преступности. По итогам прошлого года этот показатель улучшился на 16%. Анализ статистики за первый квартал текущего года показывает, что заданная тенденция не только остается стабильной, но и сдвигается в позитивную сторону. Показатель общей преступности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стал меньше еще на 3,3%. Айдана Санденма, Батырбазан, Азамат Очур, телеканал Тува-24. Волонтеры и сотрудники благотворительных организаций готовят очередной груз гуманитарной помощи для отправки в зону специальной военной операции. Сбор помощи ведется по всей Туве. Неравнодушные граждане несут продукты питания, одежду, медикаменты и другие необходимые вещи. Что еще дополнительно планируют отправить в горячие точки, расскажет Инна Клоян. На этот раз защитникам Родины отправят и сборники стихов, посвященные самим бойцам СВО. Автором книги «Зов сердца» является член Союза писателей Тувы Чечена Мангош. Отметим, что это ее новый сборник стихов, которая уже не на 2, как в прошлом сборнике, а на 4 языках выпущена. Добавлю, что в нем не только ее стихи, но и других поэтов. На этот раз мы будем отправлять 200 книг уже нового сборника на 4 языках. Это тувинский, русский, марийский и хакасский. Туда вошли поэты со всей России. Всего где-то 26 авторов. Стихотворений очень много, и все на 4 языках переведены. Книга адресована широкому кругу читателей, но прежде всего бойцам из Тувы, выполняющим боевые задачи в зоне СВО и членам их семей. Эти стихи о мужестве и героизме российских воинов, о любви к стране. Такой сборник стихов дает ребятам большую поддержку. Они такие отзывы отправляют мне, что меня тоже одухотворяют наши ребята. И на этот раз я решила сделать этот сборник на 4 языках уже, усилить. В финансовом смысле? Да, в финансовом смысле я особенно хочу отметить поддержку нашего Министерства культуры в лице нашего Виктора Сергеевича, который профинансировал 1000 экземпляров нашей книги. 500 экземпляров мы библиотекам нашей республики они раздали. Вот сейчас мы отправляем уже часть. В стороне не остаются и сотрудники Управления Федеральной службы государственной статистики Тувы. С начала СВО они оказывают существенную помощь при сборе гумпомощи. Своими силами закупают технические средства, товары по заявкам бойцов. Сейчас очередную помощь тоже привезли. Там у нас генераторы, горюче-смазочные материалы для ребят, одежда, продукты, флаг Республики Тува тоже ребята у нас заказывали. 189-й отдельный разведбатальон, Кременная, ребята находятся в лесу. Они написали, что их 3 там, и вот прям в заявке то, что было указано, у них купили. Тут получается спальный мешок, формы, рация, мультикам, пила, генератор, бытовые, бытхим и продукты. Конечно же, дроны там по мере возможности тоже. Гуманитарная помощь оказывает существенную поддержку и сплоченность между жителями и нашими воинами. Каждый вклад важен и помогает приблизить победу. В этом уверены жители Тувы. Единым республиканским штабом принято решение об отправке гуманитарного груза 1 мая. При поддержке правительства Республики Тува будет грузовая машина, в составе которой 2 автомашины, это УАЗ «Патриот», а также технические средства по заявке наших ребят, а также то, что принесли наши земляки. Сбор гуманитарной помощи для военнослужащих на передовой линии – это один из способов выразить нашу благодарность за их службу и жертву. Благодаря таким усилиям наши бойцы чувствуют поддержку и заботу со стороны общества, что может помочь им в сложных условиях и повысить их боеспособность и боеготовность. Инна Клоян, Батырбазан, Самдан Иргит, телеканал Тува-24.
Отбор кандидатов для поступления в военные образовательные организации Министерства обороны Российской Федерации, Росгвардии и Академии гражданской защиты МЧС РФ продлен до 29 июня. В качестве кандидатов рассматриваются граждане со средним общим образованием в возрасте от 16 до 30 лет, которые не проходили военную службу, а также прошедшие военную службу и военнослужащие по призыву и контракту до 27 лет. Кандидаты проходят профессиональный психологический отбор, медицинское освидетельствование и испытания по физической подготовке. Список вузов можно найти на портале правительства Республики Тыва. Заявления на поступление принимаются до 29 июня. Обращаться в военные комиссариаты по месту постановки на воинский учет. Подростковый период бывает сложным, как для подростков, так и для родителей. Это время изменений, поиска себя, принятия важных решений, а также переживания различных эмоций. Необходимо понимать, что подростки иногда могут сталкиваться с трудностями, с которыми им тяжело справиться самостоятельно. Поэтому в Туве работает детский телефон доверия, куда можно позвонить абсолютно бесплатно и анонимно. Подросток, который только вчера ощущал себя ребенком, вдруг осознает, что теперь он стал достаточно взрослым, чтобы познавать мир и социум самостоятельно. Это является одним из ключевых этапов взросления. Зачастую подростки не понимают, как и откуда брать силы на решение внутренних и внешних проблем. Для поддержки, для того, чтобы подростки не оставались один на один со своей бедой, в Туве проводятся различные акции. Сегодня наши активисты Добрыца Тувы вышли на улицу, чтобы помочь при раздаче информационных буклетов о горячей линии, которая помогает подросткам при сложной ситуации в жизни. Туда можно позвонить, и хочу подчеркнуть, что там все анонимно, даже имя не высвечивается и номер телефона тоже. Понимание со стороны родителей играет важную роль в поддержке подростков в этот период. Необходимо создать для них доверительные отношения и открытое общение. Молодежное движение «Добрые сердца Тувы» объединяет людей с активной жизненной позицией и становится опорой для самих участников движения, собирая их в комьюнити. Сегодня сами ученики старших классов, являясь подростками, объясняли и знакомились с детским телефоном доверия других своих сверстников. Некому сказать, например, вот родителям даже. И когда у тебя стрессовая ситуация в жизни, мы помогаем, хотим, чтобы люди побольше узнали, вот, что позвонить можно, что поддержка есть. Можно позвонить, когда некому сказать что-то. С апреля этого года стартовала ежегодная республиканская акция в рамках информационной кампании детского телефона доверия, приуроченной к Международному дню детского телефона доверия, который празднуется 17 мая. Мы сегодня откликнулись на акцию, на горячую линию. Те, люди, которые не могут высказать свое мнение, либо же свое эмоциональное истощение, то вы можете позвонить просто в горячую линию и просто все высказать. Они могут просто выслушать и дать хорошие советы. Помните, что забота и поддержка родителей, а также возможность обратиться за помощью на детский телефон доверия – это важные ресурсы для подростков в сложные моменты их жизни, которые помогут им преодолеть трудности, сохраняя их психическое и эмоциональное здоровье. Телефон доверия 8 800 2000 ровно 122 работает круглосуточно, анонимно и бесплатно. Айсу Мангуш, Чайхан Донгак, Дожусат, телеканал Тува-24. В период с 26 по 27 апреля в столице Тувы проводятся оперативно-профилактические мероприятия «Правопорядок». Рейды проходят на улицах и в общественных местах в целях повышения эффективности работы по предупреждению и пресечению правонарушений и преступлений лицами в алкогольном опьянении. Сотрудники батальона ППС столичной полиции круглосуточно охраняют общественный порядок, предупреждают и пресекают правонарушения и нередко задерживают опасных преступников. В зависимости от дня недели, выходного либо праздничной даты на дежурство заступают сразу несколько групп. Дежурство традиционно начинается с развода. Смирно! Приказу вступить на охрану общественного порядка на территории города Кызылов. Лицензию соблюдать меры личной безопасности, применение физических спецсредств, согласно закона о полиции. Воля разойдись. Первая локация, которая находится под пристальным вниманием, это площадь Арбата. Ежедневно там задерживают немалое количество людей в нетрезвом состоянии. Стой, не шевелись. Почему так делаете? Досмотр кончи режет. Нет, Где проживаете? Русская 65.
Вот и первая супружеская пара, которая привлекла внимание полицейских. При проверке документов жена начала агрессивно себя вести. Кроме того, отказались следовать законным требованиям сотрудников полиции. Исход такого поведения один. Нетрезвых граждан поместили в пункт полиции до выяснения личностей. А некоторые граждане среди белого дня позволяют себе распивать спиртные напитки прямо во дворах, у магазинов и не только, нарушая закон об общественном порядке. Ведь последствия таких посиделок идут по известному всем сценарию. Громкие выкрики, скандалы, а иногда и драки, которые создают опасные ситуации для окружающих, включая детей и женщин. Поэтому правоохранители провели профилактические беседы с продавцами пивных магазинов. К профилактике подключаются все ответственные ведомства и министерства. Согласно распоряжению, у нас сотрудники заступают с 14:30 до 23 часов. То есть у нас приданные силы, это с МВД по Республике Тыва, сотрудники управления МВД России по городу Кызыл, и плюс еще нам помогает добровольная народная дружина, мэрия города Кызыл. Проведение подобных профилактических бесед способствует формированию здоровой и безопасной общественной среды, улучшает общественный порядок и способствует предотвращению негативных последствий, связанных с употреблением алкоголя. Отметим, что рейды будут проводиться и в майские праздники. Цель данного мероприятия у нас не то, что задержать. Цель нашего мероприятия – профилактика, как правонарушений, так и преступлений. Мы доставляем лиц, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах, на улицах. Ну и плюс еще параллельно мы проводим мероприятия по проверке подучетного элемента, как несовершеннолетних, так и неблагополучных семей, ну и еще плюс поднадзорных лиц. В ходе рейда полицейские дружинники также рассказали гражданам о способах мошенничества. Обращаясь к жителям, они призвали каждого быть осторожными при использовании банковских карт, не разглашать сведения о реквизитах и паролях, не доверять сообщениям и блокировке карт, а также не осуществлять предоплату за товар по объявлениям, размещенным в сети интернет. Инна Клоян, Владимир Сюртук, Самдан Иргит, телеканал Тува-24. Следите за новостями вместе с нами. До новых встреч!